Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Прямой эфир. Вы смотрите телевизионные дебаты к выборам депутатов Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия. Меня зовут Влад Давыдов, представляю участников сегодняшнего эфира. Это Владислав Эдуардович Теппар от партии ЛДПР и Федот Семенович Тумусов от партии «Справедливая Россия». Добрый вечер вам, уважаемые участники. Обсуждаем сегодня мы тему перспективы развития Якутии, стратегия и результаты. Для начала у вас есть по 1 минуте для вступительного слова. По алфавиту вы начинаете. Владислав Теппар, партия ЛДПР. Время начинается. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Наша республика обладает огромным количеством природных ресурсов. Значит, наши богатства очень большие, скажем так, но с переработкой этих богатств, значит, у нас проблема. И вот задача республики, задача всего нашего народа, значит, чтобы природные богатства надо перерабатывать. Значит, мы хотим, чтобы у нас было больше заводов, фабрик, чтобы были рабочие места. Для этого нам, значит, нужно сконсолидироваться всем вместе. Для этого, значит, мы должны все вместе работать на благо нашей республики. Спасибо. Вступительное слово «Справедливая Россия», Федот Тумусов, 1 минута. Күнде сахамжана итекенен. Дорогие якутяне, добрый вечер. Тема сегодняшнего разговора о будущем нашей любимой республики Саха-Якутия. Будущее светло и прекрасно, сказал русский классик. Он еще сказал, за это будущее надо работать и приближать ее. Еще будущее надо сегодня, ее надо перетаскивать сюда в настоящее. Кто это был? Это был Николай Гаврилович Чернышевский. Будущее светло и прекрасно. Он прожил почти 12 лет в городе Вилюйске, в царской каторге. И, наверное, видел сотни лет назад бедную жизнь якутян, суровые условия проживания. И все-таки сказал, будущее светло и прекрасно. И за это будущее мы с вами должны работать. Мы ее должны приближать. У «Справедливой России» есть своя программа будущего. Спасибо. Вот о будущем мы как раз подробнее поговорим. Какой вы считаете в будущей республике, какой видите стратегию развития Якутии, скажем, на ближайшие лет 10-15? Владислав Теппар, партия ЛДПР, на ответ у вас 2 минуты. Пожалуйста. Ну, значит, будущее. Мы, конечно, надеемся, что будущее у нас будет хорошее. Значит, во-первых, я надеюсь, что будет построен мост. Долгожданный наш мост. Значит, ну не просто автомобильный, значит, он должен быть совмещен, железнодорожный. Логистика должна быть. Потому что без дорог, без транспортного сообщения республика задыхается, республика не может нормально развиваться. Значит, что бы еще хотелось сказать? Конечно же, нам нужны предприятия переработки, глубокой переработки. Это рабочие места. Это налоги, это хорошая жизнь наших людей. Значит, а то у нас получается, что мы ресурсы выгоняем из республики, из России, там их перерабатывают и, значит, загоняет нам. Тут наживается, можно сказать, на нас. Поэтому, конечно же, переработка, промышленные предприятия, рост доходов населения, это должно быть. Значит, и партия ЛДПР, конечно же, будет прилагать все усилия, чтобы экономика республики, значит, продолжала такую хорошую направленность стратегическую. Значит, но на данный момент мы не видим, чтобы республика развивалась вот такими серьезными шагами. Поэтому, значит, хотелось бы, конечно, чтобы развитие республики на 10-15 лет было более продуктивным.
Спасибо. Справедливая Россия, Федот Тумусов. Что вы думаете о стратегии развития Якутии на 10-15 лет? Пожалуйста, 2 минуты. Дорогие якутяне, мы сегодня у нас в Республике Саха-Якутия имеем два вида стратегий. Одна старая стратегия, которую разрабатывала и реализовывала старое руководство Республики Саха-Якутия. Я его еще называю олигархической стратегией, суть которого максимально выкопать алмазов, нефти, газа, золота, угля и при этом не обращать внимания на улучшение жизни всех якутян. И сегодня мы знаем, что старое руководство республики раздало всю собственность, 91% собственности, Михаил Ефимович Николаев сказал, оно роздано, которое было в 90-х годах создано. Поэтому новое руководство республики должно собрать время собирать камни. Вторая стратегия, которую мы предлагаем, партия «Справедливая Россия», это стратегия общенационального спасения Республики Саха-Якутия. Суть которого заключается в том, что всей экономической и социальной политики в нашей республике должно быть это улучшение, повышение жизненного уровня каждого якутянина, каждой семьи в нашей республике. И среднедушевой доход, если в цифрах это говорить, среднедушевой доход каждой семьи должен быть не меньше 100 тысяч рублей. Только при таких суммах мы сможем нормально питаться, нормально одеваться и нормально развиваться, и обучать своих детей и лечиться. Второе. Миссия, вот в документе стратегии главным фактором, одним из главных разделов является миссия. Вот если раньше была у нас как бы колонизаторская политика, чтобы все выкопать и все, да, и загрязнить реки, в которых мы живем. Мы сегодня говорим о том, что миссия нашей республики, населения Республики Саха-Якутия, это мы стражи России. Мы стражи России. И так и должно относиться к стражам российское государство и наше якутское государство. Спасибо. Уважаемые господа, какой видите цель предлагаемых вами преобразований? Какие результаты считаете главными? Владислав Теппер, ЛДПР, 2 минуты на ответ. Ну, цели, они же всем понятны. Нам нужно жить лучше, жить богаче, чтобы мы могли, вот, как Федот Семенович говорит, хорошо и питаться, и одеваться. У нас, мы же все понимаем, что мы живем как на острове. Мы очень отдалены. Мы не можем... цены на билеты куда-то в центральную Россию, как бы для многих они неподъемны. Железнодорожного сообщения как такового пока нету. Значит, речной транспорт, ну вот логистика, конечно, желает лучшего. Да и по республике у нас с передвижением очень плохо. Значит, ну, цели развития, значит, мы должны жить лучше, мы должны жить богаче, мы должны культурно развиваться. Мы не должны быть оторванными от центральной России. Вот такие задачи должны быть поставлены, и они должны быть исполнены. Значит, партия ЛДПР старается, чтобы эти задачи выполнить, нам нужно завести в Илтумен, в городскую думу своих депутатов. Нам нужно работать, нам нужно стремиться улучшать жизнь нашего народа. У вас еще 20 секунд остается. Ну что ж, хочу сказать всем, голосуйте за ЛДПР, за сильную Якутию, за стабильную Якутию. Спасибо. Спасибо. На обращение еще будет 3-й раунд. Федот Семенович Тумусов, «Справедливая Россия». На какой вы видите цель предлагаемых вами всех преобразований? Какие результаты ставите во главу угла? Пожалуйста, 2 минуты. Когда в 1997 году я написал и опубликовал книгу «Саңа Сахазирин Сахтара. Горизонты новой Якутии», и в 2000 году «Будущее мира и России. Взгляд из Саха», многие посмеивались. Вот Федот Тумусов фантазирует. Но обратите внимание, прошло 20 лет, и половина тех целей и задач, которые были там сформулированы, и тех путей развития, которые были сказаны, они уже реализуются. Если не Якутии, то в масштабах Российской Федерации.
Я бы, говоря об экономике, выделил 3 главных направления развития нашей экономики. Первое – это, конечно, промышленность. Это локомотив развития экономики. Но там я бы обратил внимание на экологическую безопасность. И чтобы привлекали местные кадры на развитие промышленности. Второе направление – это новая экономика, или, говорят, креативная экономика. Молодежь, по-моему, уже ухватила ту веревочку, которая будет развивать эту креативную экономику. Дело в том, что весь мир находится на 6-м технологическом укладе развития, а мы находимся на 4-м. И наша молодежь должна такие усилия приложить, чтобы мы перешли на 6-й технологический уклад развития. У нас есть уже такие компании. Это братья Ушницкие, Мутона, это Томский, это Синет и многие-многие другие. Поэтому я уверен, что это будет уверенно развиваться. Я бы хотел обратить внимание на 3-й сектор. Это сельское хозяйство, это сельские территории. Поскольку там живет 1/3 народа Саха, я бы к ним хотел рассказать на якутском языке. Тегригер биги ылынан сайдыны түстек тапит. Былағы ылларга жен үйді біле келерек тапит. Онна государствоттан бұл кихи капиталын өйіп қатчы. Өректәхінге, әмтәхінге сайдыға бара қатчы барта ылларынан барықта. Қаз бидді ылы шотта болықта, отчоғынары биги хайдар қақа кейребет. Онна бұл сирттен қосыныр байаттан қаз бидді ылға тиксияқтақтен биги тұросабыт. Спасибо. У нас остается чуть больше времени, чем мы ожидали. Давайте дадим вам по 1 минуте на ответ на обращение к жителям. Пожалуйста, Владислав Теппер, ваша минута. Уважаемый избиратель, ну вот и настает, скажем так, час X. Здесь мы должны проявить свою гражданскую ответственность. Партия «Единая Россия» показала, что она, к сожалению, не с народом. Поэтому мы все должны проявить свою гражданскую активность, прийти на выборы, прийти и проголосовать. Проголосовать обязательно. И не просто прийти, а прийти со своими родными, родственниками, знакомыми, соседями. И я вас призываю проголосовать за партию ЛДПР. Только у нас очень молодая, сильная команда. Мы сможем, мы сумеем организовать жизнь Якутии так, чтобы она была более справедливой, более лучше, более богаче, более свободней. Спасибо. Спасибо. Федот Семенович Тумусов, партия «Справедливая Россия». Ваше обращение к жителям республики, которые прямо сейчас смотрят нас по телевизору и слушают по радио в прямом эфире. Пожалуйста, 1 минута. Күнде сақам жана. Обайдар онна браттар, эжидер онна балыстар, иелер онна ағалар, эбәлер онна әхәлер. Биги республика бұд олығыр улақан бұхарылақ түген өскәті. Балаған ең 9 күнігер әйе қаяндағыны бұйварға кәлін. Онна «Справедливая Россия» партияға қоластан кемін әйтіне үңірабын. Биге әдер әрчімнақ елдер қаны талық бұд. Кинияқа Сердақ парламент нады. Сердақ парламентға «Справедливая Россия» партия кәлерін сетихияғын. Дорогие якутяне, обязательно 9 сентября приходите на выборы. Не позволяйте использовать ваш голос другим людям. Это ваш выбор. И обязательно приходите и голосуйте за партию «Справедливая Россия». Мы номер 6 в бюллетене. За партию «Справедливая Россия», и это правильный выбор. Спасибо. Сегодня у нас участвовали в телевизионных дебатах Федот Тумусов от партии «Справедливая Россия» и Владислав Теппер от партии ЛДПР. Благодарю вас за участие. Уважаемым телезрителям я напоминаю, что телевизионные дебаты в прямом эфире завтра тоже состоятся. Не пропустите последние 2 эфира в пятницу. До встречи. – 9 сентября 2018 года – единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 80 субъектах Российской Федерации. Узнайте, какие выборы состоятся в вашем регионе по телефону 8 800 222 11 83. Выборы за вами.